На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Геополитика, безопасность, экономическое развитие. Пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания в Сухуме. Свидетельство войны. Дневники Шазины Джапо презентовали в Абхазском институте гуманитарных исследований. «Влюбленный в Абхазию» вышел в свет фильм о вкладе Николая Альбова в развитие флоры республики. Развертывание пункта базирования кораблей ВМФ России в Очимчирском порту в интересах Абхазии. Руководство республики уделяет большое внимание укреплению обороноспособности страны. Об этом сообщил президент Аслан Бжания в четверг, 19 октября, в ходе пресс-конференции в Сухуме. «Нам очень важна позиция, которую занимает наш союзник, и мы действуем единым фронтом. Эти вопросы никогда не сходят с повестки наших межгосударственных контактов», отметил глава государства. День Победы к нам зашел малый ракетный корабль. Он называется малый ракетный корабль, но очень эффективный, очень высоко оснащенный современным оружием. И вы, наверное, тоже обратили внимание, какая была реакция на заход этого корабля. И мы были заинтересованы. Это соответствует интересам всех жителей Абхазии, обеспечить твердый мир. А твердый мир можно обеспечить, усилив свои вооруженные силы, чем мы и занимаемся здесь у себя внутри и вместе с руководством Российской Федерации. Поэтому пункт базирования материально-технического обеспечения ВМФ будет развернут в порту города Очимчира, потому как это соответствует нашим интересам. Это направление работы будет только усиливаться, потому что вопросы безопасности и ранее носили первостепенный характер. А сейчас вы видите, да, ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке. Мир находится на грани большой войны, и ни в коем случае этого допускать нельзя. Поэтому мы будем эту работу продолжать. Более конкретно не считаю нужным об этом говорить в СМИ. Это будет подразделение военное, которое будет выполнять соответствующие задачи. Сухумский аэропорт планируется запустить к концу 2024 года, а технические полеты начнутся в июле. Президент Аслан Бжания пообещал, что в течение этого месяца общественность узнает о том, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта. В течение текущего месяца вы узнаете, общественность узнает, с какой компанией подписан инвестконтракт. Хочу проинформировать нашу общественность о том, что в реализации этого проекта государственных денег, бюджетных денег Республики Абхазия нет, ни одного рубля. Все за счет инвестора. Сейчас кое-какие цифры уточняются, поэтому, когда мы подпишем контракт, а контракт мы подпишем в этом месяце, вы детали будете знать. Более того, там условия были, в соответствии с которым инвестор должен восстановить за свои средства, осуществить капитальный ремонт 2 подстанций, которым пользуются в том числе жители этого района, провести в надлежащее состояние автомобильную дорогу, осветить ее и отремонтировать мосты. Это автомобильная дорога, которая от республиканской трассы идет до аэропорта. Поэтому в течение действующего месяца мы получим, вернее, вы получите более подробную информацию. По дате открытия аэропорта сроки не сдвигаются. Технические полеты у нас будут не позднее июля, запуск 31 декабря 2024 года. На Новый год можете заказывать билеты. Единственный форс-мажорный фактор, который, вот, если, не дай бог, вот эти боевые действия, которые идут в разных государствах, если они примут какой-то другой масштаб, это может помешать. Во всем остальном договоренности будут выполнены. Никаких решений по зданию бывшего Совмина Абхазии еще не принято. По словам президента, на восстановление комплекса правительственных зданий на площади Свободы потребовалось бы до 2 миллиардов рублей. С этим комплексом надо принимать решение. В таком виде комплекс оставлять нельзя.
За последние 10-15 лет на территории этого комплекса было совершено более 15 тяжких преступлений. Несколько убийств, несколько изнасилований, несколько разбоев. Там лифтовые шахты находятся в аварийном состоянии. Туда приходят дети, бегают по этажам. Может случиться какая-то беда. Нам необходимо вместе с общественностью города Сухум принять решение, что делать с этим комплексом. Если можно было бы легко и с легкими затратами все это восстановить и создать комплекс правительственных зданий, то это было бы сделано давно уже. Но таких возможностей нет. Чтобы вы знали, уважаемые журналисты, я бы хотел, чтобы это было доведено до наших граждан по таким примерным расчетам. Для того, чтобы восстановить комплекс правительственных зданий, нам нужно более 2 миллиардов рублей. Это для нас огромная сумма денег. За 2 миллиарда рублей можно сегодня приобрести около 600 квартир для неимущих. Если быть предельно откровенным, государство не может себе позволить построить это здание для государственных нужд. Есть возможность, идут проговоры, есть определенные заинтересованные лица, если это будет им выгодно, построить какой-то многофункциональный комплекс, в котором часть помещений или часть там корпус один или там и 3 же корпуса, это могло бы быть передано безвозмездно для нужд государственных органов управления, что-то использовать как офисный центр, часть под гостиницу. Никаких решений по этому вопросу еще нет. Видеоотчет из пресс-конференции президента Абхазии Аслана Бжани смотрите после выпуска новостей. Лев Квицыня назначен спецпредставителем президента по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации. В тексте указа президента от 18 октября говорится: назначить Квицыня Льва Константиновича специальным представителем президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщает пресс-служба президента. Спикер Народного собрания парламента Лаша Ашуба обсудил состояние электроэнергетической отрасли во время встречи с генеральным директором Черноморэнерго Тимуром Джинджолия, сообщает пресс-служба парламента. Лаша Ашуба, обращаясь к Тимуру Джинджолия, отметил: «Мы хотим откровенно поговорить с вами о текущей работе предприятия и существующих проблемах. В прошлом году на этапе утверждения бюджета парламент принял решение вложить дополнительные средства в эту сферу экономики, и хотелось бы знать, как они осваиваются». Спикер сказал, что депутатов, как и всех граждан республики, волнует ситуация, которая будет складываться в энергетике страны в холодное время года. В ходе разговора Джинджолия подробно рассказал о деятельности РУП Черноморэнерго и промежуточных итогах работы с мая 2023-го. На встрече обсуждался комплекс вопросов в энергетической отрасли, в том числе техническое состояние энергохозяйства республики, уровень платежей за потребленную электроэнергию, перспективы восстановления и реконструкции имеющихся мощностей и многое другое. Сотрудничество в транспортной сфере обсудили в Минтрансе России замглавы ведомства Игорь Чалик и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Азган. На встрече рассмотрели вопросы развития морского, автомобильного и железнодорожного сообщения, в том числе продление маршрута «Ласточки», увеличение объема пассажирских морских перевозок и реконструкцию пункта пропуска на абхазо-российской границе. По итогам встречи был сформирован план совместной работы на 2024 год. Дело по факту убийства Джеро Маргания передано в военный суд Абхазии, сообщила Генпрокуратура. По версии следствия, 26-летний подозреваемый военнослужащий Давид Ахиба хотел убить своего знакомого Акмаля Худойбердиева, чтобы не выплачивать ему 200 тысяч рублей за купленную BMW E60.
Меморандум о взаимопонимании был подписан между омбудсменами Абхазии и Венесуэлы в четверг, 19 октября в Москве по итогам 7-й международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека. Обмен лучшими практиками омбудсменов». В документе, подписанном уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария и народным защитником Боливарианской Республики Венесуэла Альфредо Хосе Руисом Ангулу, говорится о необходимости продолжения углубления дружбы и сотрудничества между народами двух стран. Данное соглашение послужит делу доверия и обмену практиками омбудсменов во благо повышения уровня защиты прав человека как в Абхазии, так и в Венесуэле. В Ассоциации работников СМИ Абхазии 19 октября состоялась пресс-конференция адвокатов городского собрания столицы и общественных активистов, посвященная решению суда, разрешившего застройку исторической части Сухума. Когда мы шли в суд, мы думали, в принципе, мы столкнемся с одной проблемой, то есть это, ну или хотя бы с двумя проблемами. Да? Это проблема хаотичной застройки в городе и, собственно, проблема апартаментов, но оказалось, что мы столкнулись с 4 или даже большими проблемами. Это и апартаменты, это и хаотичная застройка, это и состояние судебной системы, которая как бы наглядно себя показала в этом процессе, когда есть заинтересованность, когда на таком высоком уровне уже все решено, то мы видим, что суды не в состоянии как бы свернуть с этой колеи. Вот это вот еще одна страшная проблема. И другие проблемы я назову тоже. Во-первых, речь идет о беспрецедентном, наверное, впервые в истории Абхазии судятся 2 органа власти, да, которые не зависят друг от друга. Мы знаем, что органы местного самоуправления – это отдельный вид власти, и местные органы государственного управления, администрации – это отдельный вид власти. Они не находятся в состоянии подчинения друг другу, они независимы друг от друга. И вот когда они вдруг столкнулись в суде, это нормальный процесс в принципе, но такое происходит впервые. Такое происходит впервые, и поводом стало урезание полномочий местного собрания, что является таким вот очень плохим звонком для нас, для всех. То есть я в этом процессе вижу очень серьезное урезание полномочий, когда говорят, что у вас вообще в принципе нет контрольных полномочий над деятельностью местных администраций. Своими воспоминаниями о народном поэте Дагестана Расуле Гамзатове поделились участники круглого стола, проходившего накануне в Сухуме в Национальной библиотеке имени Папаскер в рамках международного форума «Гамзатов и Абхазия. От национального к общечеловеческому». Выступившие говорили об особых братских отношениях Расула Гамзатова с семьей народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия, в частности с Георгием Гулия. Об этом рассказал российский и абхазский прозаик Владимир Делба. Дом Георгия Дмитриевича Гулия, где я бывал достаточно, ну, не регулярно, но бывал, поскольку мы с Димой дружили, и он сам был в некотором смысле моим наставником, он прекрасно дяжура рисовал, он меня как художника рекомендовал, я даже в литературной газете делал иллюстрации. Вот, и, значит, в любое время дня и ночи попадаешь в дом Георгия Дмитриевича, и всегда накрытый стол, значит, гости, стол ломится. И вот таким, значит, образом я позвонил, он меня встречает, он веселый такой уже, немножко, так сказать, выпили. Я говорю, дядя Жора, я там вот... Иди, говорит, хватает меня и... из прихожей заводит, значит, в гостиную или где они сидели, и начинает, значит, меня знакомить. И когда, значит, я вот растерялся, он говорит, это вот Гинзбург, известный режиссер, я запомнил, это то, и вот когда тебя представляют, ты смотришь на человека, и как бы в этот момент не видишь, ну что-то мне все равно покоя не дает. Я потом, значит, когда уже где-то Расул Гамзатов научил, это уже было, так сказать, начало 60-х, он уже был известным, уже в таком, так сказать, юношеском, кавказском смысле, но в возрасте, вот, и он
Жора, говорит, мальчика посади, по тарелку дайте ему, налейте, говорит, ему что-нибудь. Вот это на всю жизнь врезалось. Это вот, конечно, потом, смотрите, боже ты мой, это легенда, да, это вот эпоха целая. Это человек, который тебя взял за руку и сказал, сынок, там садись и поухаживайте за ним. Подробно о встрече за круглым столом в пятницу в вечернем эфире Абаза ТВ. А в нашем эфире продолжается показ документальных фильмов о Расуле Гамзатове, концертные программы на стихи аварского поэта, передачи с участием писателя и его друзей, торжественные вечера, посвященные юбилею великого писателя. Проект «Дни аварского поэта» Расула Гамзатова в эфире Абаза ТВ реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникаций «Мир, Мост, Абхазия». В нашем вечернем эфире смотрите передачу «Расул Гамзатов. Песни в концертной студии Останкино» 1987 года. «Влюбленный в Абхазию» вышел в свет фильм о вкладе Николая Михайловича Альбова в развитие флоры Абхазии. Фильм, посвященный Альбову, подготовлен в рамках проекта «Имя Символ». Этот ученый открыл сотни новых растений, нанес на карты озера и ледники, записывал легенды тех мест, где ему доводилось бывать. Рицинский реликтовый национальный парк поддержал данный проект во время съемок в Абхазии. Альбов описывал новые виды растений, наносил на карты обрывы и ледники, бережно и уважительно сохранял для истории обычаи тех мест, где ему посчастливилось побывать. Коллеги Николая Михайловича писали о нем. Он был неутомимым путешественником, исследователем и смельчаком, человеком, всегда ставившим во главу угла интересы науки, а не свои сиюминутные желания и нужды. Его судьбу сложно назвать простой, однако ж она по-настоящему удивительна. Наш герой был рожден в России, всем сердцем любил Кавказ, работал в Европе, а умер в Южной Америке. Почти сразу после того, как им был составлен гербарий флоры южного края мира, архипелага Огненная земля. 28-я передача проекта «Имя Символ», посвященная путешественнику, ботанику, первооткрывателю флоры Абхазии Николаю Михайловичу Альбову в нашем субботнем эфире. Люди и даты. 19 октября 1942 года родился кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России, директор и художественный руководитель киностудии «Абхазфильм», народный артист Республики Абхазия Вячеслав Облотия. Главной мечтой режиссера по сей день остается запуск полномасштабного проекта «Абхазфильма», в рамках которого абхазские режиссеры могли бы ежегодно снимать хоть по одному короткометражному фильму. Аჭარацәа рацәаны иҳамоуп, ирацәаны иҭырхуа режиссерцәа бзиақәа ҳамоуп. Аха иҟарҵо, ицаны Урыстәыла зегьы ус руоит. Абарҭ рызегьы рымчқәа абрахь идәықәҵазар, ҳарҭ есышықәса фильмк метраж кьаҿу акәзааит. Иҭаҳхлон. Иҭаҳхлон кинозалк ҳамазҭгьы есымша иҭҳарбон, амалаҳагьы иҭҳарбон, мультикқәагьы, афильмкқәагьы, кинотеатр абхазского фильма ҳаиалаҵаны, ахәыҷқәа, адуцәа рызегьы аԥсуа фильмқәа дҳарбон, аха макьана ҳхаҿы макьана имааицзар акәхап убри ҳҭаххаратәы. Қьалашьбеи запымҭа Мук Банзори ипиесала афильм, закәытә фильм иалҵуа жәдыруа. Закәытә фильм иалҵуа, аха изҭаху дыԥшаатәуп, изҭаху анапхгара убри азхәыцроуп, аха уара жәашықәса рҟынтәи фильм дук аҭоурых иаҳәо, аха исыздыруам. Шәгәалақәа иреиуоу акоуп ус? Уи зегьы редкис сгәалақәа иреиуоу убри ауп. Уи аума баша кинозалк ажәлар ртәаны фильмс, аԥсуа фильм хадаур баша ҳамаӡам. Проект из архива Абаза ТВ, посвященный режиссеру Вячеславу Облотии, смотрите в нашем эфире в воскресенье, 22 октября.
Дневники Шазины Джапо презентовали в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Гулия. Свои записи ветеран войны, кавалер ордена Леона Шазина Джапо начала вести с первых дней войны. Долгие годы после окончания войны она не хотела их публиковать, отметил в своем выступлении директор Абеги Арда Ашуба. Лара автор яхахзах чашо Шазина Джапо акыргия илтахзамас дакыргия يترخني لمن أخاري مشكلنا شكوني تسيجب حاكمكم مشكلنا سراس لصز عشاز لصز ماج قدم خارج الزخرة حراس خزاز ساشتشا سويزتشا وبرت ربك عصر بشب وبرت ربك صحاب تزكشوز الجيبي تاز أكيد بابكو ممزرجي بلغنوتو بحزوم يخي وخي زنا أقوازنا على غرزنا شارزنا أجزء ورنا كترابا خنسو جنم خزجيقب ناس يجي تنش شار ومن وبازرجي وبوخت خطوة يخوله يباز زبسيكر خروي خمزز يبقى خاغن ونقو وزلبشز أيورجي تشيوب سرقورا جنسقب هري أيمتا هري شقو زوز يبخز يلشكاو يبزيدن شقا قروي شقا خاي شقا درياينا حتروخ لردز لخوز للا يباز أزرق شداوشز دارزا حبس وتوريخ زها حبس ويبشر زها أكرز الزازق وأكرز زبسات جيل بزيز بو زبسات جيل بطوعكز ويشيكور خطو ويخوخي أنا راي يرحو شالك وبوبها باشا جامبو يتفرقش كان شالك وبو حطلا شاوكو وبرد بيبش يقوم وي كيلو خبشرالا أنسينا أشا بسنا فرخازة تالي جبوب حيتلخز يخي وخي يحبو زنزلا من كوبسيش حكو زاخبش زوم زنزلا أورت أي بشتر فرخازة يتخاز ارتاعترلو وستابش زوم يزبانزر ورقيا يودو أول أتو درويد. Видеоверсию презентации военных дневников Шазины Джапо смотрите в ближайших эфирах Абаза ТВ. 19 октября в Абхазском госуниверситете состоялось открытие новой спортивной площадки для студентов. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, объект представляет собой универсальную комплексную площадку, в которой совмещены 3 вида спорта – мини-футбол, баскетбол и волейбол. Спортивное поле оборудовано стандартным резиновым покрытием. Подробности в материале Алхаса Чхамаля. 19 октября на территории общежития Абхазского государственного университета состоялось открытие новой комплексной спортивной площадки для студентов. С идеей об его строительстве обратились к руководству вуза и коменданту общежития Зурабу Амичбе сами же студенты еще 2 года назад. Их инициативу поддержали, но для этого нужны были немалые средства, для чего университет обратился в кабинет министров лично к премьер-министру Александру Анкваб. Одно дело инициатива, другое дело поддержка инициативы. Премьер-министр Александр Золотинский Анкваб поддержал эту инициативу, дал возможность построить эту площадку. Конечно же, огромная благодарность за это. Вице-премьер, министр финансов Владимир Валерьевич Делба непосредственно сопровождал этот проект на протяжении всего этого времени. Спорт – это здоровье, спорт – это настроение, спорт – это то, что делает нашу жизнь богаче, интереснее, разнообразнее. Студенты будут иметь возможность заниматься спортом непосредственно прямо при выходе из своего общежития. Строительством спортплощадки занималась госкомпания «Абхазстрой». Объект представляет собой универсальную комплексную площадку, в которой совмещены 3 вида спорта – мини-футбол, баскетбол и волейбол. Спортивное поле оборудовано стандартным резиновым покрытием. Работы по поручению премьер-министра были начаты в июле месяце этого года. Вот сегодня конец октября. Мы завершаем эту площадку. Она комплексная, немножко приятная вообще. Это новшество вообще в нашей системе, в нашей республике.
Здесь 3 вида спорта: футбол, волейбол и баскетбол. Общественная эстрада, студенты рады. И играть здесь на таком футбольном поле очень приятно. Резиновое покрытие, оно должно долго служить, это стандартное покрытие. Поздравляю вас от души. Наверное, прежде всего я начну с того, говорить об этом мероприятии как работник университета. Это знаковое событие в нашем родном университете. Об этой площадке говорили достаточно долго, но все должно происходить последовательно. Идея, сопровождение, ресурсное обеспечение. И это в этом году все получилось. И очень хорошо, что получилось. Это продолжает общую задачу нашего руководства о популяризации здорового образа жизни. Очень важно, что она многофункциональная, потому что детишки, которые и в общежитии студенческом живут, и в принципе в университете студенты, они могут заниматься различными видами спорта. По обращению университета премьер-министр страны и правительство в целом приняло индивидуальное решение о финансовом обеспечении этого мероприятия. Ресурсы были найдены, такие расходы были поставлены в разряд приоритетных. Мы сегодня видим, что все удалось. А с этим событием поздравляю весь университет, студенты вас. Приветствую уважаемых преподавателей и гостей на сегодняшнем мероприятии. От лица всех студентов выражаю вам благодарность за сегодняшнее посещение и поддержку. Благодарю. После искренних слов благодарности студентов к организаторам и исполнителям данного проекта вице-премьер, министр финансов Владимир Делба перерезал красную ленточку. Он же первым и забил мяч в баскетбольную корзину, тем самым дав старт играм. Не пойдет, Участники мероприятия выразили уверенность, что открытие такой спортивной площадки послужит отличной мотивацией к здоровому образу жизни, физическому развитию и активному проведению своего досуга. В Москве на арене «Динамо» прошел суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 3х3. Республика Абхазия на всероссийских соревнованиях была представлена мужской и женской командой Абхазского государственного университета под руководством исполняющего обязанности заведующего кафедрой физкультуры АГУ Кяуго Джения и преподавателя кафедры Хамеда Кетия. Всего в соревнованиях участвовало более 100 команд из различных регионов России, а также команды вузов Ирана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и других стран. Командам АГУ удалось выйти в четвертьфинал Международного кубка дружбы. В Сухуме состоялось официальное открытие 11-го международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов. В нем принимают участие 5 команд: Барнаул, Кемерово, Владикавказ, Чечня, Абхазия. С открытием турнира футболистов поздравили председатель Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршпа, председатель Госкомспорта по делам молодежи и спорта Тарас Хагба, старший тренер сборной России по футболу среди ампутантов Руслан Герзышев, председатель Паралимпийского комитета Леон Свижба, президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа. Представители Абхазии и Никарагуа в режиме онлайн обсудили вопросы развития спорта в обеих странах. С абхазской стороны во встрече участвовали президенты Федерации шахматы и волейбола Константин Тужба и Аслан Теркба. С никарагуанской представители Никарагуанского института спорта и Федерации по видам спорта. Представители Никарагуа рассказали о развитии и популяризации спорта в стране, политике продвижения и распространения спорта и о работе Федерации по видам спорта. Константин Тужба и Аслан Теркба рассказали никарагуанским коллегам об истории и развитии шахмат и волейбола в Абхазии. Сейчас о погоде. В пятницу в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23 градусов. Температура морской воды 20 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%.
И на этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.